Всегда на позитиве, несмотря ни на что. Так можно охарактеризовать долгожительницу из НРК Тамару Яндиеву. На первый взгляд и не скажешь, что бабушке 101 год, и она пережила так много невзгод. Причем начались они еще до февраля 44-го. За 2 года до ссылки осенью 42-го Тамара, как и другие жители Ингушетии, боролись с фашизмом. Она допоздна рыла противотанковый ров длиной 7 километров, шириной 6 метров и глубиной 4 метра. Он перекрыл проход немецких танков в Волханчурскую долину. Дохдари ормелдер. Лакылы сага мелдер. Тяготы в тылу для Тамары длились несколько месяцев. Столько времени они копали ров. Но самое большое испытание для бабушки, как и других ингушей, наступило в феврале 44-го. Весь народ был заклеймен врагом, а наказанием за это была ссылка. Тогда Тамара была уже взрослой девушкой, ей было 22 года, и все события она помнит, как сегодня. Вагонышкыр, халмышкыр. Вагонышкыр, машин даталеле, вагон ахавот, хамар датиета, скачуш датиека, лапта вагон датиека, добавишь. Везли ссыльных в товарных вагонах, в каждом из которых поместили по несколько семей. На всех была лишь одна печка-буржуйка, которая служила как для обогрева, так и приготовления пищи. Раз в 2 дня поезд останавливался на небольшое время. Ссыльным давали подышать свежим воздухом, а солдаты передавали паёк в виде супа и хлеба. Фиерцу супа, фиер. Да, паёк картофель, фиерцу, горжит есть, фиер, хоходец, фиер. Тяжелую дорогу многие не пережили. Люди умирали в вагонах, а хоронили погибших прямо в снегу. Sein heute merken wir es tatsächlich. Der Nacht jetzt werden wir schon. Jetzt ja, da war das Aschkesser. Nicht هي دي. المصدر حمدي بيار يخلص أو بايش لا سلش. После 2 недель пути они прибыли в Казахстан. Семью определили в село Федотовка Костанайской области. На вокзале ссыльных встретили местные жители и забрали к себе для временного проживания. После же всем переселенцам пришлось обживаться самостоятельно. تلقى باس حبيالي في بلاد أبدا غريبة خذ يا هم حديدي أي حديد أي حديد عفدورنا ني مش عقل هيك جبوه بجر كل هو ذاك أجي بوه بلا سياخر سيجي دخلوا خياخر سيجي تيم سياخر. Словами Сояхар Тамара описывает свое замужество. Бабушка старой закалки и не привыкла говорить о личном на камеру. Неэтично. Замуж вышла Тамара за Абукара Яндиева, который еще до ссылки обучался грамоте и прошел курсы бухгалтера. На новом месте супруга приняли соответственно, и он был назначен завтоком. Следил за процессом сушки и очистки зерна. За счет этого они не голодали. Семья помогала и другим переселенцам, а те, до кого помощь не доходила, чтобы выжить, были вынуждены собирать зерна с полей.
قول له خديش كان له بوس له قال له ده قال لك أبيش تحين خود بدي هون أمشت بيلا خذني دقت خذني دقت خليني الغلغي شو خليني. На своем веку Тамара Гиреевна пережила немало трудностей. В 1966 году она потеряла мужа, позже дочь. Воспитала сына, зарабатывала на хлеб, работая в колхозе, в школе, на пашнях. Но все жизненные испытания прошла достойно. На здоровье долгожительница не жалуется, хорошо помнит многие события времен молодости. У Тамары Гиреевны 2 внука и 11 правнуков. موقش المشتتحة لي اللويحة سقطش حمدي لا والله سويت سوي والله أنا هاتلسو سأنتهي لي حلقة دولي خنيسون يكون بس قهم بس. Несмотря на 100-летний возраст, Тамара Гиреевна не растеряла своего трудолюбия и энергичности, и гостей встречает с улыбкой и шутками. Муслим Ганиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.